حجل ملخوز قلب صدال وي موك مخوز طوال وجلات غلغايتي وي داش وي نيتا تهيير وي غلغايتين حوتش خان جوتس جياس شوك هانس Они остались жить здесь вечно, могучие, сильные и неизведанные человечеству, хранят память, передавая историю и силу духа своим потомкам. Эти горы и вековые башни видели многое, немые свидетели истории, которые и в горе, и в радости были вместе со своим ингушским народом. Слова этой песни для ингушей имеют особенный смысл. Мы всегда любили свою землю, всегда стремились к своей государственности и никогда не устанем любить свою родину и заботиться о ней. И эти чувства народ, переживший многое, сильные и мужественные люди, которые никогда не теряли веры и боролись за свое будущее, пронесут через года. Сегодня мы гордо говорим Ингушетия, Галгайчи, как много в этом слове смысла и как много оно значит для каждого из нас. Лет – это время, которое отражает путь к самоопределению, к созданию новой государственности и борьбы народа, который стремился к сохранению национальной идентичности и культуры. Обрести свою государственность для ингушей всегда было делом всей жизни, и не случайно. Ведь наш народ один из немногих, у которого во все времена были формы государственного правления и даже задолго до вхождения в состав российского государства. Скажу вот такую вещь, что еще в первом тысячелетии до нашей эры у нас было государственное образование. Но не только не только ингуши входили, вернее, предки ингушей, но и другие народы. Вот оно было во второй половине первого тысячелетия до нашей эры. Так что, когда мы говорим о государственности, мы должны говорить о том, что это традиции государственности. Для нас она, понимаете, не была новой, когда бы эта государственность, какую бы дату мы ни стали рассматривать в качестве отправной точки. Затем было аланское государственное образование, которое ведущую роль, конечно, занимали наши с вами предки. Ну, затем какой-то период, когда были такая вот более раздробленная, как говорится, вот эта вот территория Северного Кавказа, и наши предки тоже, у нас в горах была республиканская форма правления. И поэтому я иногда вот сравниваю, понимаете, вот эту вот ситуацию, сравниваю с другими вот регионами. И я вижу, что все-таки эта республиканская форма правления, она очень многое давала, потому что Великий Новгород, он, знаете, спасал Россию неоднократно. Здесь та же самая ситуация, потому что я занималась разными периодами истории Ингушетии, более, как говорится, внимательно. И поэтому, когда меня вот это вот интересовало. И здесь тоже Ингушетия, она часто была спасительницей. Может, выглядит как-то, может быть, пафосно, но я как историк вполне ответственно говорю. Многие события, во многих, как говорится, явлениях ингуши
от позиции ингушей очень многое зависело. Мы должны знать и помнить, что народ ингушский имеет очень древние корни. Народ с древними истоками, аборигены, народ Кавказа, имеющие как древние сказания, мифологию, древний наштский эпос, замечательные архитектурные памятники в Горной Ингушетии и имеющие огромную кладезь духовной культуры. Все-таки на определенных этапах имел некие такие формы государственного образования. Мы сегодня говорим о государственности, начиная с 1924 года. Но если мы уйдем немного глубже, я не буду останавливаться подробно, уйдем глубже, мы видим, что и даже вот в лексиконе, в словарном запасе у нас есть слова, касающиеся государства, закона, права, эдл, адет, и все это нам было знакомо, так как это внутри самого общества зрело, формировалось. Народ имеет сегодня очень глубокую, древнюю национальную культуру, имеет традиции и обычаи, которые на разных перипетиях и в тяжелые годы, и в разные столетия. Основной главой развития национального самоопределения ингушей и важным фактором к осуществлению мечты обрести свою государственность становится март 1770 года. Позже это событие назовут судьбоносным и историческим. Этот день сыграл одну из самых важных ролей для ингушского народа. В селении Ангуш уважаемые старейшины из разных тейпов подписывают договор о вступлении нашего народа в подданство Российской империи. Ответственный шаг становится началом и крепким фундаментом дальнейшего развития и дружбы на долгие годы между Россией и Ингушетией. Россия очень сильно заигрывала с народами Кавказа, и особенно это были ингуши. Опять я не потому, что я ингушка, и мне так хочется, я объективно смотрю по документам. Почему? Потому что мы держали главный Кавказский проход, военно-грузинскую дорогу нынешнюю, это Дербентский проход. У нас была такая ситуация, что все-таки центром горной зоны Ингушетии тоже были мы. У нас были контакты с Кабардой, очень такие дружественные контакты, союзнические, с другими народами. Поэтому важно это было. И ингуши раздумывали, когда вот эти вот такие вот пожелания поступали. И Россия, знаете, это не было вхождение в состав России. Иногда вот некоторые как-то начинают сомневаться, было ли оно добровольно. Оно было добровольным, потому что Россия была заинтересована. И Россия всячески ингушам, как сказать, реверансы делала. Все это было. Вот. И поэтому я не буду, как говорится, останавливаться вот на этом этапе. Но факт то, что в 1770 году Ингушетия добровольно вошла в состав России в результате длительной дипломатической работы, которую вела российская администрация на Кавказе. Мы вошли в состав России, и больше, как говорится, каких-то таких вот действий мы не предпринимали, как есть такое выражение, отложиться, понимаете, вот. Не было таких вот действий. Потому что если, допустим, народ как-то входил в подданство, потом, значит, как-то отказывался от этого, то снова его заставляли давать присягу. У нас мы дали присягу в 1770 году, и этой присяге мы следовали. В то время, когда входили в состав России, наши предки это делали осознанно. Осознанно, потому как народ, который находился в окружении более многочисленных, вынужден был сохраняться. И, как пишет Мурат Базоркин, наш первый профессиональный историк, народу нужно было сохраниться и мужеством и честью, умением постоять за себя. Они давно уже заявили о себе на Кавказе. И наших предков, их могли называть так, по-разному. Это и глигвы, и кисты, и дзурдзуки. Но все они имели свое место и
признание здесь, на Кавказе, жили в центральной части Кавказа. И благодаря именно этому об Ингушетии и ингушах писали и первые ученые-исследователи, которые приезжали на Северный Кавказ. И вот с того времени, вот как была создана Российская академия наук, внимание к Кавказу увеличилось, к центральной части Кавказа. И наши предки умели и встретить, и проводить, и представить как культуру свою, так и культуру соседних народов. И сегодня в дневниках об этом сохранилось очень много описаний. Присутствовал на значительном форуме, который проходил в районе селения Баштбос. А Баштбос – это в переводе «склон согласия». Он находился чуть выше селения Ангушт. Здесь происходило событие, которое стало историческим. То есть в решении быть в составе огромной страны было принято осознанно. И здесь были представители родов и фамилий, это 24 старейшины, а мы знаем, что слово старшего было и остается законом. Но это было очень осознанно. И вы знаете, вот накануне 1770 года, в марте месяце, вот накануне этого события, были и визиты в Кизляр, было и понимание, что вот нам нужно иметь плечо сильного соседа, точно так же, как России нужна была Ингушетия. Мы находились в центре, и своим отношением к людям, к понятиям чести и слову имели признание, имели доверие. То есть мы нужны были и Россия нужна была нам. Россия здесь искала союзников. И вот этот акт пришелся взаимовыгодным как России, так и ингушам. Почему? Потому что были налажены связи, первые связи с Грузией в России. Надо было сопровождать посольство. Как раз в районе Дарьяльского ущелья и жили ингуши. И Онгуш, о котором мы говорим, есть тот почти район. И поэтому ингуши от самого Моздока сопровождали российское посольство, значит, способствовали как раз-таки закреплению русской власти на Кавказе 810 года до укрепления фактически российской власти до, значит, на Дарьяльском ущелье на этом маршруте, когда уже в конце 18 столетия был заложен Владикавказ, то есть крепость Владикавказ. Вот. Положение ингушей очень было высоким, интересным. Свой характер, преданность данной клятве и верность Отечеству наш народ доказывал во все времена. В 1904 году начинается русско-японская война. По исторической справке, представители нашего народа на полях сражений воюют самоотверженно. Что не скажешь о многих других полках. Ни один ингуш тогда не поднял восстание и не отказался защищать свое отечество. Историки рассказывают о силе и мужестве наших предков. Когда, в общем-то, Россия проиграла русско-японскую войну, был такой случай, когда был окружен ингушский полк. Вот. И пришло предложение сдаться без крови. Тогда ингуши спросили, а что такое сдаться, что мы должны делать? Ну, им объяснили, вот, возьмут нас в плен, и мы должны делать все, что говорят японцы, если надо подметать, если надо убирать. Они сказали, мы этого делать не будем, и прорвались. То есть прорвались, вырвались, там многие погибли, правда, но вырвались из этого окружения. Вот такие вот подвиги были свойственны ингушским отрядам, ингушским полкам и все остальное во всех войнах российских. То есть они себя вели очень мужественно, этого у них нельзя было отнять, и поэтому к ним фактически власть во многих случаях относилась с пониманием их положения, и были, конечно, какие-то подвижки, которые помогли ингушам создать свой опыт. Роль ингушей, тех, кто был в рядах Российской императорской армии, принимал участие во всех войнах на стороне России, защищая интересы российского государства.
И немногочисленный ингушский народ дал 5 генералов Российской императорской армии. Это и Базоркин, Нальгиев, Укуров, ну и другие. Сегодня мы можем говорить и о династии их по военной линии. Мы можем говорить о том, как они стояли на страже государственных интересов, так и на страже интересов своего народа. Ну, взять хотя бы 1, 2, 3, о каждом из этих образов можно говорить много. Так вот, если Эльберт Нальгиев, генерал Российской императорской армии, руководил многими казачьими соединениями, то он, в свою очередь, думал как об интересах государства, так и об интересах народа своего. И признавая его слово, признавая его статус и уважение к нему, шли служить. И в русско-японской войне было много соотечественников, было много из рода Нальгиевых. И для них было за честь иметь признание не только вот наградами высокими от государства, но и признание Эльбертом Нальгиевым. А он, в свою очередь, думал и о народе, который должен иметь и образование, и развиваться. Так вот, одна из школ, например, Сурхахинская, была открыта при непосредственном участии Эльберта Нальгиева. Так мы можем говорить о каждом из них, и о Бунухо Базоркине, и об Укурове. То есть они своим участием в судьбе народа и государства были примером и вели за собой других. Наши всадники полностью поставили свою жизнь на алтарь государственности. После окончания военных действий ингушам было предоставлено множество льгот и было разрешено создать свой округ. В то время лучшие ингушские всадники отправили наместнику Кавказа письмо с просьбой отменить все распоряжения, которые стесняют свободу ингушей. И именно в этот период начинается подъем народа. 1905-1906 годы. К революции и Первой мировой войне ингуши подходят уже имея свой самостоятельный округ. Тогда он назывался Назрановским. Любили и свободу, любили самостоятельность. Насколько мы готовы были пожертвовать чем угодно, понимаете, лишь бы вот этот округ был у нас образован. Дело в том, что меня временами удивляло, что в русско-японской войне, которая не была популярна нигде, ингуши показывали буквально чудеса героизма. Но такие вещи, которые вот никому не были, как говорится, доступны. И когда эта война закончилась, даже ингушам разрешили оставить оружие, с которым они воевали. Ингушам, этими вопросами занимался Алмазов Иса. Вот. Он в основном рассказывал, у него есть публикации. Так вот, разрешили множество всяких, как сказать, подарков, какие-то там подносы серебряные, трубы, что-то такое. В общем, вот так вот. А мне удивляло само, почему ингуши, все-таки первоначально отказавшись участвовать в этой русско-японской войне, вот так активно приняли участие. И причина, все-таки, как говорится, дошла наконец, и своим умом, и какие-то, документы как-то я более внимательно проанализировала. Дело в том, что ингушам обещали, как пишет Мартиросян, свободу. А свобода в чем выражалась? Ингушам обещали создание своего административного округа. Ингуши массами двинулись туда. Понимаете, массами. Вот этот вот округ Назрановский, мы его, как сказать, потом и кровью наших выстрадали. Понимаете? И готовы были погибнуть, но, как говорится, настоять на этом. И вот так вот. И этот округ, он просуществовал от 1905, собственно, до 1917 года. За это время очень много было сделано. У нас появился свой театр, у нас была создана письменность, у нас появились всякие, литературные произведения, подъем такой вот большой, кредитные учреждения. Был очень большой подъем. На Северном Кавказе гражданская война носила характер межэтнического конфликта. И вот только большевики сумели тогда поддержать мир на Кавказе и Терской области. За это ингуши им были благодарны.
Государственной Думы было сделано обращение офицерами-ингушами для организации Назрановского округа. И начиная с 1906 года по 1907-1909 год как раз формировался этот округ. Наконец, Государственная Дума пришла к выводу, что можно сделать такой округ. И вот после организации этого округа это можно определить как первый административно отдельный округ Российской империи. Это первый шаг государственности ингушей. Здесь, в Ингушетии, стали как раз-таки строиться первые школы. Появились первые дороги хорошие. Кстати сказать, очень многие преступления прекратились. Почему? Потому что вот эта вот самостоятельность ингушей, она привела к большой дисциплине среди своих ингушей. Поэтому это был прогрессивно продуманный шаг как со стороны властей Российской империи, так и со стороны ингушей. Вот. И вот этот этап, он очень значительным этапом стал. Почему? Потому что он дал скачок развития. У нас появились свои купцы, свои образованные люди. И у нас появились школы, в которых обучались школьники. В общем, вот эта вот организация показала стремление ингушей к дальнейшему развитию своей самостоятельности и дальнейшему развитию государственности в рамках Российской империи. После государственного переворота в 1917 году в Санкт-Петербурге революция докатилась до южных окраин страны. Северный Кавказ стал горячей точкой на карте России, где развернулись кровавые события, определяющие непримирительные противостояния красных и белых за будущее России. В конце 1918 года из остатков царской армии бывшая военная верхушка создала добровольческую армию, которую возглавил генерал Деникин. В конце 1919 года после успешных боев добровольческая армия двинулась на Западную Ингушетию. Уже 2 февраля Деникин представил жителям селения Далаково ультиматум с требованиями сложения оружия и пропуска через территорию села. В борьбе за свою территорию такое действительно мужество, потому что сгорали дома, погибали люди, уничтожался скот. То есть, это вот просто политика выжженной земли. То есть белогвардейцы уже ни перед чем не останавливались. Вот. И довольно сложная ситуация складывалась. Далаково они никак не могли взять, потом взяли и начали сжигать, так же как Кантышево. Вот. И вы помните, наверное, у Саида Чехкиева, да, «Волчьи ночи», у нашего выдающегося писателя Бокова «Сыновья Беки», там как раз описывается вот этот период гражданской войны. И, кстати, вот так пересматривая страницы романа и Саида Чехкиева, и Бокова, как бы работая с архивными документами, вы знаете, они очень хорошо показали эту ситуацию, потому что ингушский народ был просто зажат в тиски, в жесткие тиски, и поэтому вот это мужество, вот это понимание, отступать некуда. Если вот отступим, нас просто уничтожат, и все. Поэтому здесь слава нашим предкам, и советская власть смогла помочь и поддержать, то есть центр помог. Вот. И, конечно, помните повесть о Мандре Нальгиеве, да, который в Яндере оборонял 9 дней, 9 дней жизни героя Зязикова. Тоже очень интересная литературная вещь, но основанная на реальных событиях. И вот как раз эти литературные произведения ингушских авторов показывают вот этот накал борьбы. Ингушам отступать было некуда, бежать им было некуда. Вот. Объективно они становились союзниками советской власти. Советская власть их ни на минуту не бросала, потому что она заинтересована в них, они заинтересованы в советской власти. Вот таким образом. Далаковское сражение, оно было очень кровопролитным. Там буквально против нас шли очень большие соединения, главные соединения Деникина, но тем не менее мы сдержали вот этот вот наплыв на определенное время и дали закрепиться Красной армии, дали уйти в горы Сергу Орджоникидзе, вот этому руководству Красной армии. Поэтому здесь ингуши совершили огромный подвиг.
Это было огромное сопротивление, и показали себя об этом сам Деникин пишет, что если бы не ингуши, что Красная Армия, то есть большевики никогда бы не закрепились на Кавказе. Силы, конечно, не были равны. С одной стороны до зубов вооруженная армия, с другой простые горцы, но готовые умереть за свою землю. Шло яростное сражение. Атака за атакой. То наступали белые, то снова их отбрасывали защитники села. Далаковское сражение стало дорогой ценой для деникинцев. Они лишились почти целой дивизии. Накануне решающего броска в Москву 10 тысяч ингушей из 70 тысяч общего населения остались зарубленными и застреленными. 30 ингушских сел были сожжены дотла. После окончания гражданской войны Терская область была переименована в Терскую Народную Республику. Позже, в 1920 году, ее переименовывают в Горскую Республику. Понемногу из Горской Республики начали выходить все автономии. Многие захотели самостоятельности. Ингуши остаются. В 1921 году был проведен учредительный съезд во Владикавказе. Сам Сталин выступал на учредительном съезде. Он сказал, что горские народы будут жить по своим обычаям. Значит, во всех школах будут преподаваться языки горских народов. Советская власть им предоставляет полную самостоятельность. И вот как раз-таки в границах бывшей республики горцев Кавказа была организована уже государственность, так называемая советская государственность. Это Горская Советская Автономная Социалистическая Республика. То есть, и Ингушетия входила туда 6 субъектов входило, в том числе Ингушетия. В Ингушетии тогда было 3 района, и вот этот вот этап можно считать, что это второй шаг на пути к развитию нашей государственности. Так называемая Горская республика, то есть народы горские, они вошли. Там было 6 национальных округов, и в том числе национальный округ ингушский был. Ну, со временем народы стали как-то выходить из этой Горской республики. Ну, что там получилось? Вышла Кабарда, потому что у них земель было много, а на этих землях стали поселять революционных беженцев из Южной Осетии. Вышла Чечня, там тоже свои какие-то интересы были. Затем, другие, значит, выходят и остаются в составе вот этого вот, этой Горской республики, остаются Ингушетия и Северная Осетия. Осетия, собственно, тогда называли. Остается Осетия. Почему они не хотели, как говорится, расходиться? Причина была в одном. Был город Владикавказ. Он был столицей Горской республики. Если кто-то выходил из этой республики, город оставался другим. Вот и несколько лет мы, значит, сосуществовали. Безусловно, отправной точкой в обретении государственности для ингушей становится июль 1924 года. В ЦИК за подписью Калинина принимает постановление об упразднении Горской Советской Социалистической Республики и разделением ее по национальному признаку на 2 автономные области – Северную Осетию и Ингушетию с центром во Владикавказе, на автономную административную единицу Суджинский округ с правами губернского исполнительного комитета и выделением города Владикавказа как самостоятельную административную единицу. В 1924 году вот у нас, например, копия постановления Всероссийского Центрального исполнительного комитета, можно сказать, как бы это начало ингушской государственности, уже вот именно с этого момента мы и отмечаем 100 лет. Этот документ датировался 7 июля 1924 года, то есть когда расформировали Горскую республику и создали как бы 4 административные единицы на его месте. Это Северо-Осетинская автономная область, Ингушская автономная область, отдельно город Владикавказ и Сунельский автономный округ.
При этом вот во втором пункте этого постановления было сказано, что Северная Осетия, Ингушетия как бы административным центром является город Владикавказ. И вот на протяжении существования Ингушской автономной области это была как бы на сегодняшний день столица Ингушетии. И центр, фактически, где основное развитие региона шло, там и сосредоточение промышленности было, там и культурное развитие. И с самого начала как бы, появления республики, как архивный работник, ты исследуешь документы тех времен, особенно 20-е годы, то как бы наглядно видно, что вот, несмотря на то, что по всему Союзу вот, только гражданская война закончилась, была разруха, вот, именно шел большой толчок к развитию. Конечно, много чего не хватало. Когда мы говорим о 1924 году, да, это год начала нашей государственности, которую мы просто вот, воспринимаем и сейчас как чудо, как что-то самое лучшее в истории ингушей. Но мы должны понимать, что 24 год – это та дата, когда советская власть, с помощью советской власти мы получаем эту нашу государственность. Но мы должны понимать, что дорога к нашей государственности была очень сложной. Вот эти 7 лет с 1917 по 1924 год – это страшный такой, очень сложный период в истории нашего народа, который должен восприниматься как тяжелый путь государственности. И война, и кровь, и разорение, и смерть, и очень много страшных вещей происходило. Но эти 7 лет ингуши смогли пережить эти испытания, голод, холод, войну, смерть близких, там же просто тысячами хоронили, и подойти к 1924 году. И вот когда в 1924 году мы получаем свою государственность, но опять же, там был еще один важный рубеж, это 1918 год, потому что в 1918 году появляется Терская республика. Терская республика. Но в рамках этой республики мы как бы такую государственность свою не обрели. Дальше, в 1921 году, это тоже такая важная веха, в 1921 году образуется Горская республика, Горская автономная советская социалистическая республика, в рамках которой и находилась наша Ингушетия. Там была Чечня, там был Дагестан, Кабарда, Осетия. Это одна из ступенек нашей государственности, да. Но когда мы начинаем в архивах копаться, мы понимаем, что тот же Иналук Мальсагов, тот же Идрис Зязиков, обращаясь к центру, пишут, это 23-й год, ближе к 24-му, они пишут, что, находясь в рамках Горской республики, да, там много положительного было, какие-то, это как бы первые ступенечки нашей государственности. Понимаете? Но наши руководители будущей Ингушской республики пишут о том, что, находясь в составе Горской автономной республики, мы не можем как бы поставленные задачи решить. Почему? Потому что бюджет, который шел с Москвы, он распределялся на всех, и, естественно, мы получали поменьше, потому что республика небольшая. И решить проблемы, например, с образованием, медицинским обслуживанием практически было невозможно. Музей 1924 года, когда мы вышли и организовали его в Владикавказе, потому что великие чиновники, которые сидели в государственном аппарате управления СССР, считала это политической задачей. В этом отношении с 1924 года идет постепенные изменения в структурах государственного управления. Когда даже опять политологам пришли в голову идея область чеченскую соединить с областью ингушской, и образовалась Чечено-Ингушская автономная область. И зачем я вам принесла этот каталог? Не просто показать вам, что я ее автор этой вступительной статьи на русском языке, где я анализирую, каким образом и как развивалось искусство ингушского народа. А здесь я затрагиваю и чеченцев, потому что нам нужно было в науке показать наше взаимопонимание, дружеские наши отношения, хотя были и большие противоречия. А потом перевод этого же текста на арабский язык, чтобы когда мы приехали в Сирийскую Арабскую Республику, город Дамаск, где был павильон СССР,
А внутри этого павильона был, естественно, ЧССР. И когда я показывала ремесло чеченских мастеров, рядом были ингушские мастера, и каждый понимал, что я никакой разницы не поднимаю одних вверх и не опускаю других вниз. Как отмечают историки, исследователи и этнографы, образование Ингушской автономной области не было явлением случайным или спонтанным. Это был результат исторического развития Ингушетии, которая прошла серьезные испытания и этапы роста национального самосознания, деятельности людей, которые проявили настоящие чудеса героизма во все времена установления советской власти на Кавказе. Идрис Зязиков, Юсуп Гарчханов, Иналук Майсагов и многие другие настоящие патриоты. В те сложные времена Ингушскую автономную область возглавлял выдающийся политический деятель Идрис Бейсултанович Зязиков, который вместе со своими единомышленниками внес неоценимый вклад в государственное строительство Ингушетии. Он говорил так. «Вей парадаха, вейн вей мухбез». В первую очередь вей мухбез яхатцу. Упкас абигу яхшби мотигиви. Он часто приезжал туда и выступал. Собирали людей со всех этих сел. Он перед ними выступал и говорил, что он хочет, как он это видит. И первые его слова начинались оттуда. «Вей наха нис вейдах безум болжваль дали». Диктах образование луж, луруш болуш. Агрономыш болуш, он мечтал об этом. Вей блах безм полжбали, эгер халха вей государственный съезд. Хая я не вей, хаден двенер. Ингушская автономная область yola живей ханс. Дергер за это ер мог войниспи безорвей. Есть такая черта, он никогда не повышал голос, он говорил так, тихо. И людям приходилось, значит, соблюдать такую тишину, чтобы услышать его. Но его слышали. Под руководством Идриса Зязикова 15 ноября 1924 года прошла первая областная партийная конференция в Ингушетии, на которой были избраны члены пленума и бюро Ингушского обкома партии. Идрис Зязиков на этой конференции был единогласно выбран секретарем Ингушского обкома. В политическом отношении, он умел так организовать дело, что здесь на месте решал все вопросы, но не всегда, может быть, опираясь на те окрики где-то там сверху или с высоких кабинетов. Вот. Поэтому он считался таким справедливым, так сказать, руководителем Ингушетии, лидером Ингушетии. Вот. Ему было очень тяжело во всех отношениях. Это было то время, которое сегодня бы мы таким образом мы бы не смогли описать. Действительно, когда 7 июля была образована область, это был величайший подъем энтузиазма, народ воспрял духом. Даже когда провели митинг 1 августа 1924 года в селении Базоркино, и там на этот митинг явились все, кто занимался разбоем, бандиты на конях, прискакали, сказали, мы хотим жить мирным трудом, мы отказываемся от прежнего ремесла своего, оно было общекавказским ремеслом того времени, мы отказываемся от этого ремесла и хотим жить мирно. То есть это говорит о многом. Начало нового 1925 года ознаменуется тем, что 25 января в Ингушетии состоялись первые выборы Советов народных депутатов, а 30 января был созван первый съезд Советов Ингушской автономной области. В последний день января 1925 года состоялся первый пленум Ингушского ревкома, по итогам которого было принято решение о необходимости утвердить районы. В итоге были образованы 4 округа со статусами районов – Пседахский, Назрановский, Галашинский и Пригородный. 8 марта 1926 года постановлением в ЦИК СССР было принято решение о проведении районирования. В тот период был избран исполком, состоящий из 25 членов, а председателем Ингушского областного ревкома стал Иналук Майсагов. В 1925 году уже был принят декрет
или положение так называемое в ЦИК о действии Северо-Кавказского края. И по этому положению автономии они определенную самостоятельность имели. И вот в плане каких-то внутренних дел автономия имела самостоятельность. И вот Инкоблисполком председателем назначили, был избран Иналук Мальсагов, я неправильно сказала, что назначили, туда же входили и Идрис Зязиков, и Али Горчханов, и Иглау Чебиев, и Жанетта Базоркина, Катиев Бер, то есть известные люди, их было очень много. И с самого начала их деятельность была направлена на то, чтобы ликвидировать последствия гражданской войны и обустроить жизнь людей, потому что она действительно была сложной. И в первый же год они потратили почти 600 тысяч рублей для ингушской автономии. Это очень большая сумма была. Именно на обустройство вот этой жизни людей. Там приводятся сведения, в журналах везде это все есть, о том, что они занимались здравоохранением, они занимались ликвидацией безграмотности, они занимались какими-то социальными вопросами. Там даже есть такая графа, называется «Чрезвычайные расходы». Например, в 2025 году вот эта графа «Чрезвычайные расходы» это было проложить телефонную линию. И благодаря этим расходам, например, областной исполком находился во Владикавказе, ингушский, была налажена связь между этим Владикавказским исполкомом и районами. Ингушская автономная область как отдельное административное территориальное образование просуществовала 10 лет. Обретение автономии позволило ингушам более активно участвовать в процессах государственного управления. И именно в этот период Ингушетия получает возможность улучшить условия жизни. Мощный толчок развития всех направлений. Бурными темпами развивается экономика, образование и культура. Наш народ всегда с благодарностью во все времена относился к своим успехам. Начинается время, которое историки называют для ингушей золотым десятилетием. Подъем действительно был величайшим. В этот период начинаются серьезные вложения в республику. В Ингушетии до революции было полно желающих учиться и работать, и процесс грамотности был высоким. Все 10 лет существования Ингушской автономной области, все эти годы наши лидеры, они боролись за ее сохранение, потому что этот процесс был бесконечный. Но из-за этого, значит, пострадали и Идрис Зязиков, и Али Горчханов, и Иналук Мальсагов, ну и другие наши лидеры были в конечном итоге репрессированы. Это такое событие, что свой научно-исследовательский институт, чтобы вот именно в этом направлении люди занимались, как бы центр научно создали. Это, опять же, с образованием республики это и были созданы отделы по направлениям. Это образование, то есть именно конкретно по этой территории, вот для ингушей люди занимались именно развитием этих направлений. Это земельные там отношения, другое, всестороннее шло как бы развитие. Примерно где-то к 30-му году, например, уже было более 40 школ. Они в основном начальные были, но все равно вот, именно на упор на образование и на грамотность очень сильно делался, потому что только создав нормальный кадр, можно было в остальных направлениях развиваться. Поэтому наши как бы интеллигенты, они в то время они и были и в образовательной сфере, потому что и мало было людей грамотных, и в культурной сфере, и в научной. И ярким примером может быть Мальсагов Заурбек Куразович. Человек, опять же, много сделал для образования. И алфавит составил сначала латиница, потом кириллица. Кстати, возглавлял он отдел образования республики, на сегодняшний день министр образования он тогда был. Научные экспедиции он проводил, тоже в горы ездил, то есть в НИИ тоже нашим работал. В 14 населенных пунктах автономии были поставлены телефоны. И строили новые дороги, строили новые школы. Земская школа была открыта, там про это говорится, тоже информация такая дается. У нас, опять же, появились театры, у нас появились газеты «Сетдало». Я еще одну вещь хочу сказать, Ингушский научно-исследовательский институт краеведения – это первый институт, исследовательский институт,
которые среди народов Терской области, понимаете, первым создали. И мало того, что его создали, сюда приезжали, были прикомандированы, они, конечно, все время здесь не жили, но обычно летом они приезжали, проводили, значит, экспедиции этнографические, археологические, лингвистические, всякие. Они собирали материал об Ингушетии. Создано очень много работ, было написано, понимаете, этими авторами. Это был Далгат, который писал первобытные религии ингушей, Башир Далгат. Это был Леонид Семенов, который тоже очень много об Ингушетии написал. И особо я бы отметила Георгия Константиновича Мартиросяна. У него целая серия статей, не статей, работ. Ну, какие-то более как брошюры подходят, но есть несколько монографий, которыми я буквально зачитывалась. Первая история Ингушетии написана Мартиросяном. Она называлась «История Ингушии». И говорят, что когда он ее закончил, он закрыл рукопись и сказал: закончилась история Мартиросяна, закончилась история Ингушии, началась история Мартиросяна. Он знал, что он будет репрессирован. Ингушетия расцветала, но, как говорят историки, такого успеха никто не ожидал, и никому, кроме ингушей, он, собственно, и не был нужен. В этот период неоднократно осуществлялись попытки объединить Ингушетию с Чечней. Было такое выражение – слияние. И руководители тех времен пресекали эти попытки. Долгое время удавалось избегать разговоров, пока ингуши не потеряли своих лидеров. Против объединения была и Чечня. Каждый из народов хотел самостоятельности. Тем не менее, в 1934 году произошли изменения, и под административным влиянием Ингушская автономная область была объединена с Чеченской автономной областью. Соответствующий указ был подписан 15 января 1934 года. Объединение наложило существенный отпечаток на дальнейшую историю и судьбу ингушей. Начинается общее развитие двух народов, которые становятся единым целым. Через несколько лет, в 1936 году, принимают новую Конституцию СССР, и все автономные области преобразовывают в республики. На карте появляется Чечено-Ингушская автономная республика. Соответствующий документ подписывают в Москве. Ингушетия была присоединена к Чеченской республике. Почему я говорю присоединена? Все-таки меньшая по численности, и потом уже развитие отдельной культуры народа уделялось внимание, но такое, как окраине. И что мы видим впереди? Мы видим развитие. Первые годы это идет объединение некоторых структур, учреждений. И проходит лет 10 за этой работой. 22 июня 1941 года начинается Великая Отечественная война. Свою родину храбро и мужественно защищают ингуши. На фронт отправились более 21 тысяч наших земляков. Пока наши мужчины отстаивали интересы своего отечества, показывая чудеса героизма на полях сражений, начинается, пожалуй, самый тяжелый этап в жизни ингушского народа. Операция «Чечевица» по выселению людей со своих исторических мест началась утром 23 февраля 1944 года. Депортация коснулась более 90 тысяч ингушей. Людей отправили на долгие 13 лет в Сибирь и Среднюю Азию, вдали от дома. дай محتاجه وخرسونا اجباب يرغج سنة سيسا مرخج سينا يشا
سريخي دايما جوهر السونا. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1956 года были сняты ограничения на место жительства для депортированных, и люди получили возможность возвращаться на свою историческую родину. Несмотря, опять же, на то, что депортировали все эти 13 лет, представители нашего народа и в Казахстане, и в Киргизии, они физическим трудом занимались, там, в сельском хозяйстве, во всех отраслях они были. И как можно пытались и учиться там. У меня сам отец тоже там в Казахстане выучился, потом дальше пошел там в Новосибирск и так далее. То есть они не оставляли это дело, поэтому фактически как бы вторая волна интеллигенции у нас в Казахстане выросла. И никто не забывал, опять же, о своей республике, что такие проблемы там все этим жили. И как только вот Сталин умер, опять же, всеми законными способами письма писали во все органы центральной власти, чтобы как бы на их проблемы обратили внимание, чтобы регион восстановили, чтобы, что это несправедливо было, то, что целые народы выселяют. 9 января 1957 года Президиумами Верховного Совета СССР и РСФСР были приняты указы о восстановлении автономии депортированных народов, в том числе чеченцев и ингушей. С 1988 года в Ингушетии создаются неформальные организации, появляются различные движения НИСХО, Дякости и Народный совет, ставившие своей целью создание ингушской государственности в составе Российской Федерации с центром город Владикавказ и возвращением всех отторгнутых территорий. После прихода к власти Чечни Джохара Дудаева и объявления независимости Чечни, Чечено-Ингушская ССР фактически прекратила свое существование, и Ингушетия осталась вне каких-либо государственных объединений, опять потеряв то, что с таким трудом было достигнуто. 30 ноября по 1 декабря 1991 года в 3 ингушских районах Малгобекском, Назрановском и Сунжинском был проведен референдум о создании Ингушской республики в составе РСФСР, в котором 90% населения высказались «за». Главное желание ингушского народа иметь свою республику было озвучено на первом съезде народных депутатов СССР народным депутатом Хамзатом Фаргиевым. С этой же инициативой на заседании Совета национальностей первой сессии Верховного Совета СССР выступил депутат Муса Дарсигов. Я считаю, что пересмотреть надо конкретные меры, поручить Совет Министров принять восстановление, определяющее восстановление имущественных, территориальных и других прав репрессированных народов. После второго съезда, прошедшего в Грозном, в сентябре был организован оргкомитет по восстановлению ингушской автономии. Его возглавил Бексултан Сайнароев. Летом 90-го года Борис Ельцин принял представителей корпуса Бимбулата Богатырева, Мусу Дарсигова, Ибрагима Костоева, Хамзата Фаргиева и представителей ингушских районов. Бимбулат Бесович, я уважаю ингушский народ и их стремление стать самостоятельным государством. Я, говорит, пришел тебе поздравить. То, что республики Алай, Балаяй, давно не есть жир. Ингуши благородный, честный народ. И я очень уважаю и люблю ингушский народ. Образование своей республики для Ингушетии стало новой главой развития. Возможность вновь обрести государственность. 4 июня 1992 года был принят закон об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Эти старые кадры видел, наверное, каждый ингуш. Народ со слезами на глазах слушал слова, которые каждый мечтал услышать всю свою жизнь. Закон Российской Федерации об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Статья 1. Образовать Ингушскую республику в составе Российской Федерации. Вопрос о Чеченской республике решить после урегулирования кризисной ситуации в республике. В
27 февраля 1994 года состоялись первые выборы парламента Народного собрания Ингушетии. У республики появились государственные символы, органы исполнительной и законодательной власти. Во многом республику пришлось строить буквально на пустом месте, если называть вещи своими именами. Вплоть до того, что сталкивались с проблемами обеспечения помещениями для размещения министерств, ведомств, открываемых учебных заведений. Материальная база была чрезвычайно скудной, и многое приходилось спасать за счет импровизации. Но что этому помогало? Этому помогал огромный энтузиазм, который переживало население, несмотря на все сложности, связанные с трудностями 90-х годов в целом по стране, с реформами, с ростом цен, с ростом криминалитета и так далее. Нашими местными, региональными сложностями, включая в первую очередь, это трагические события осени 1992 года, которые вызвали приток большого количества депортированных на территорию Республики Ингушетия из Северной Осетии более 70 тысяч человек. Потом вооруженный конфликт на территории Чеченской Республики, две его фазы в 1994-1999 годах. Также огромный приток сотен тысяч уже беженцев. И несмотря на этот тяжелейший социально-экономический, общественно-политический фон, все-таки на протяжении 90-х годов были созданы структуры власти и управления, проведены выборы первого президента Республики Ингушетия в феврале 1993 года. Выборы национальное собрание, народное собрание, парламент, впервые в ингушской истории. Мне, как историку, хотелось бы сказать вот о чем. Хорошо, мы сберегли республику, и, даст Бог, мы ее сбережем. Она у нас будет всегда, потому что то, что нам послал Всевышний, и то, что нам позволила та ситуация и 1924 года, и 1992 года, мы должны это ценить. Во-первых, мы должны быть очень дружными, мы должны быть образованными, мы должны относиться хорошо друг к другу. И еще, мы должны помнить, что мы часть большой, огромной и великой России. В рамках нашего большого государства, имея свою государственность ингушскую внутри, так сказать, большого государства, я думаю, мы можем быть уверены в стабильности и в том, что мы не останемся один на один со своими проблемами. Я в этом уверена. Просто нам, ингушам, конечно, не просто надо сидеть и ждать, когда нам сверху помогут, когда нас пожалеют и так далее. Мы должны каждый день бороться. Бороться на экономическом фронте, на медицинском, на образовательном и так далее. То есть мы должны, прежде всего, мы заинтересованы, а Центр нас всегда поддерживал и поддержит. 23 февраля 1994 года заложен первый камень строительства столицы Ингушетии, города Магас. 31 октября 1998 года состоялось торжественное открытие первого объекта Магаса – президентского дворца, где размещена администрация главы Республики Ингушетия. Затем по правой и левой стороне были построены здания правительства Республики Ингушетии и Народного собрания парламента региона. Сегодня Магас – это современный и комфортный для жизни город, который вдохновляет на достижение мечты, хранит в себе память, историю, развивается и уверенно смотрит в красивое будущее. Республике Ингушетия в этом году исполнилось 32 года. Сегодня это один из самых динамично развивающихся регионов нашей большой многонациональной страны. Флаг нарисовала. Это чей флаг? Ингушский. Ингушский. Республики Ингушетия. Благодаря поддержке Федерального центра реализации национальных проектов и государственных программ ежегодно открываются самые современные общеобразовательные учреждения и детские сады, больницы, прокладывают качественные дороги, создавая самые лучшие условия для жителей республики. Это все по указу президента. Мы все делаем. Нацпроекты – это лично его контроль. Потом демография, образование – это проекты, национальные проекты. Сегодня в Ингушетии развивается промышленность. Наши заводы и предприятия выпускают качественную продукцию, которая известна по всей стране и не только.
несмотря на трудности, мы смогли снова возродить республику. И за практически уже больше 30 лет, 30 лет в этом году нашей республики, да нет, 32 года, в 92 году, вы знаете, я думаю, мы сделали очень много. Да? Мы создали свою республику с нуля, заложили промышленные предприятия. Ну, поскольку я преподаватель Ингушского университета, я хочу сказать, в 1994 году мы открываем университет, Ингушский государственный университет. Вот вы знаете, я знаю, что в 93-м и 94-м, когда стали говорить о том, что будет открываться Ингушский университет, но я вам скажу, те пока, кто не приехал и не увидел, они не поверили. Потому что вы представляете, ситуация сложная, да, кругом развал, только ушел в небытие Советский Союз, да, политическая ситуация сложная. И вдруг на фоне всего этого появляется Ингушский университет. То есть практически появляется университет, ну, там, где, наверное, его вообще быть, по идее, не могло. Так что университет – это одно из наших тоже величайших достижений. Почему я говорю величайшее? Ну, потому что будущее имеет только та нация, которая образована. Оглядываясь назад, мы продолжаем следовать заветам наших предков, которые с таким трудом добивались этой республики и нашей государственности. Испытания сделали нас сильнее. Впереди еще больше успехов, еще больше развития на благо любимой республики. Глава региона Махмуд Али Калиматов, обращаясь к жителям республики столетием образования ингушской государственности, сказал очень важные слова. За эти годы Ингушетия прошла через сложные испытания, но всегда оставалась верна своим традициям, культуре и духу. Мы гордимся нашим наследием и продолжаем строить светлое будущее для наших детей и внуков. Сегодня Ингушетия – динамично развивающийся регион с большим потенциалом. Мы сделали многое для сохранения и укрепления нашей государственности и будем продолжать работать над улучшением жизни жителей республики. В этот праздничный день я от всей души поздравляю вас с этой важной для нашего народа исторической датой. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успеха во всех начинаниях. Пусть наша любимая Ингушетия всегда будет мирной и процветающей. Мы уверенно шагаем в новое будущее. И пусть для каждого из нас оно будет счастливым, ведь ингуши свое счастье заслужили.